Дворец спорта в Казани – особенное и почти сакральное место для хоккейного клуба «Акбарс». Именно здесь 25 лет назад прошел матч, который золотыми буквами вписан в историю татарстанского хоккея. Очень опасно. 21 марта 1998 года. Финал чемпионата России. «Акбарс» под руководством Юрия Моисеева сражается на льду с «Динамо». Символично тогда главным тренером москвичей был Зинатулла Биляльдинов. На трибунах 3500 болельщиков. Все в ожидании чуда. И оно случится. Казанский «Акбарс» впервые в истории становится чемпионом России по хоккею. 4, 3, 2, 1. Я молчу, этим все сказано. Мы чемпионы России! Казанцы обыграли московское «Динамо» со счетом 3-2. Победные шайбы забросили Олег Антоненко, Алексей Чупин и Сергей Золотов. Это событие — отправная точка «Акбарса» к новым вершинам. После этого чемпионами становились еще 4 раза. Как и четверть века назад на хоккейном корте во Дворце спорта первый золотой состав «Акбарса» почти полностью. Только сегодня их соперники не менее опытная сборная ветеранов Татарстана. В команде Данис Зарипов, Андрей Рябов и Сергей Столбон. Самые теплые, самые приятные впечатления. Я не ожидал, что столько будет зрителей. Приехали почти вся команда, все ребята. Ну, очень приятно. На льду находится одновременно команда чемпионов, та команда, которая заложила вот этот победный фундамент в Казани, в Акбарсе, да, вот, на которых сейчас многие дети равняются, там, мы равнялись. Там. Игроки 1998 года навсегда вошли в историю хоккея как первый золотой состав «Акбарса». Накануне КХЛ представила символическую сборную лиги за 15 лет. Здесь снова казанцы Илья Никулин, Данис Зарипов и тренер Зинатулла Биляльдинов. Алена Струминская, Александр Вольнов, ТНВ, Казань.